Волнение и положительный настрой сопровождают сегодня тех, кто досрочно сдает ЕГЭ по математике. Хорошая успеваемость, занятия спортом или состояние здоровья – основные причины, по которым школьники могут пройти тестирование заранее. Причем в список досрочников можно войти только после разрешения педагогической комиссии и проверки специалистов Министерства образования. По регламенту выпускники с ограниченными возможностями здоровья сдают в отдельных аудиториях. Кроме того, на прохождение ЕГЭ им дается на 1,5 часа больше. Готовилась с прошлого года, чуть ли не каждый день сидела за этими экзаменами, и в том числе и по математике. Переживаю очень сильно, надеюсь, что результат будет высокий. В этом году ЕГЭ по математике разделили на базовый и профильный уровень. Сегодня базовый сдают 14 человек. Это необходимо для получения школьного аттестата. Более сложный уровень позволит поступить в вуз. Срок сдачи досрочного экзамена в этом году продлили до 24 апреля. Это связано с тем, что отменили вторую волну в июле. Условия абсолютно одинаковые, видеонаблюдение обязательно, оно по всей стране функционирует. Порядок един для всех учащихся нашей страны. Отсюда название экзамена «Единый государственный экзамен», что все учащиеся сдают в одинаковых условиях, по одинаковым заданиям, по структуре одинаковых заданий, потому что в регионах задания могут меняться, но не может меняться их уровень. В этом году в досрочном этапе примет участие более 120 человек. Из них 13 выпускники этого года. За ходом проведения экзамена в прямом эфире желающие могут следить на сайте «Смотри ЕГЭ». Съемка помогает выявить и нарушения. В прошлом году их было свыше 70. Анжела Засохова, Олег Рамонов, Осетия ТВ.